Высокая аварийность на объектах топливно-энергетического комплекса стала темой обсуждения постоянной комиссии по вопросам ЖКХ в Госсовете Коми. Представители власти, ресурсники и общественники выясняли причины инцидентов и пути выхода из ситуации. Если в прошлом году был всплеск инцидентов по отоплению, в этом сезоне все мыслимые рекорды побили электроэнергетики. Ольга Коняева продолжит. С начала отопительного сезона на объектах ЖКХ случилось 467 инцидентов, мелких и более крупных. Что примечательно, паспорта готовности к зиме получили большинство субъектов. Задержка была в 6 муниципалитетах. Это Вуктыл, Ухта, Нижний Одес, Усть-Цильма, Сосногорск, Печора. Ростехнадзор досконально проводил проверочные мероприятия, и в том числе это привело к выявлению значительного объема тех замечаний по сравнению с прошлым периодом, опять практически на треть у нас больше выявлено замечаний, которые фактически легли сейчас в основу плана 22-23, потому что требуют инвестиций. Износ сетей называют главной причиной порывов, из-за чего прогремела Печора в канун Нового года. В Сыктывдинском районе протечки тоже из-за ветхости коммуникаций. И все-таки больше всего сбоев на электросетях, что тоже стало причиной остановок в работе котельных и других коммунальных объектов. Пострадали даже те муниципалитеты, где кампания подготовки к зиме прошла без сучка и задоринки. У нас только с 1 декабря по сегодняшний день, по вине сети, мы получили 143 отключения. Это вообще, цифра такая, которая даже трудно воспринимается, но тем не менее мы имеем с этим место. Плюс ко всему еще мы переходим на аварийные виды топлива, и пережог идет еще у нас дистоплива, плюс ко всему. Поэтому здесь тоже ситуация такая, которая требует, я думаю, скорейшего решения. Причины многочисленных отключений на сетях – где-то дефект трансформатора, налипание снега, падение веток и обрывы линий. Только за новогодние каникулы электроэнергетики восстановили более 1700 километров сетей. Будет реализована программа повышения надежности, как мы называем ППН. Такие программы были раньше, сейчас мы ее конкретизируем. Поскольку основная аварийность у нас по сетям 6-20 киловольт, соответственно, она направлена на мероприятие именно в этой сети 6-20 киловольт. Какие принципы? Это переход на рискоориентированный подход при формировании программ повышения надежности. Это определили приоритеты. Какие? В чем они стоят? Это аварийность каждого фидера, это значимость фидера, то есть сколько там населения, социально значимых объектов, потребителей и так далее. И анализ последствий отключений. Сыктывдинский, Ударский, Сысольский, Прилузский районы и Печора. В этих муниципалитетах наибольший рост сбоев на сетях. На них электроэнергетикам стоит сделать упор в работе, отметил представитель прокуратуры. Коммунальная ситуация в регионе на особом контроле стражей закона. Перед Новым годом у нас пришел удовлетворен еще один акт прокурорского реагирования. Это иск прокурора города Вуктыла, обязание произвести замену веточных сетей на территории МУГа Вуктыла. То, что одной из основных причин получения паспорта готовности. Буквально у нас на следующей неделе заканчивается рассмотрение, мы надеемся, что закончится рассмотрение искового заявления нашего по Усть-Цильме о возложении обязанности организовать управление многоквартирными домами. Надеемся, что также закончится успешно. Еще одна проблема жилищно-коммунального комплекса – долги по оплате. За электроэнергию более миллиарда. Сотни миллионов не оплатило предприятие «Интауголь». Вопрос по водоканалу в Иркуты не решается уже несколько лет. Всего за услуги ЖКХ потребители Коми должны более 9 миллиардов рублей. Это и организации, в том числе бюджетные. Но главный неплательщик – жители региона. Первая проблема, конечно, для нашей компании – это собираемость. Электроэнергия – это, конечно, сбыт, если пусть это его вопросы энергосбыт поясняет. Но для того, чтобы собирать нам больше, это в первую очередь тепло, по теплу должна быть определенность населения. Т+ у нас представлено в 16 регионов, 13 филиалов. У нас определенность населения здесь, в нашем регионе, самая низкая. В Иркута она вообще меньше 1%. 4 миллиарда – поддержка сферы ЖКХ из бюджета региона в 2021 году. Но и этого, возможно, недостаточно, отметили депутаты. Большая часть этих средств идет на возмещение выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям. Еще больше внимания стоит уделить модернизации топливно-энергетического комплекса. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрган.